Qarindoshlar, esen sog'inamisiz? Rahim etiniz. Bizde bugün pek özünçelikli kişi şahit Marina. Bizde bugün sanıgat kişi. Bizning Yakov Yemelyanov ismidagi kultur o'sagida onlayn avlod әзірледік. В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» и Всероссийского дня народного единства мы рады приветствовать вас в нашем культурном центре имени Якова Емельянова на Кряшинских посиделках. Biz sizning bilan shirlarmiz, biyirmiz, siylashib o'tirarmiz. Көп milletli Respublikabızның bir ülüşü bolgan Кряшин мәдәнияты белән бүген без якыннанрак танышырбыз. Здравствуйте, меня зовут Макаров Геннадий Михайлович. Я многие годы занимался изучением фольклора, традиционной культуры и наступающий праздник. Изучая традиции, искусства, я встречался с культурой многих народов, этнических групп и могу сказать, что это нас объединяет. Это наше общее достояние, общее наследие. И среди множества этнических культур я бы хотел остановиться на культуре кряшин. Культура кряшин – это традиции, которые сохранились именно в общинной культуре. И древность, и современность. Вот это такая синкретическая культура, и которая сегодня, к сожалению, уже уходит. Но тем не менее эти ценности интересны и для старшего поколения, и особенно для молодежи. Потому что молодежь хочет тоже познакомиться с уходящими традициями, и у многих есть желание
сохранить эти традиции и для будущего. Это та культура, которая складывалась многими столетиями, и она переживания, лучшие вот, выражения радости. И вот, по-корейшному говорят иногда, ну, это ведь культура та же татарская. Ну, понятие татарское, конечно, это, по моему мнению, слишком во времени и в пространстве как-то выделять это. Или ведь татары есть самые разные. Это и татары, о которых мы говорим, мишары, татары сибирские, татары астраханские, татары крымские, татары Приуралья, которые еще называют их типтярами. И, конечно же, под словом татары мы чаще подразумеваем обобщенную такую культуру, обобщенную сценическую культуру. А корейшинская культура — это все-таки этническая культура, не национальная. То есть это такая общинная, диалектная культура, и очень много в нем разнообразия. То есть вот в каждом районе, в каждом селе имеются исконные свои традиции. И они особенно ценны, потому что вот хочется, чтобы наша молодежь знала и продолжала именно семейные традиции, вот общинные традиции. Это и традиции гостеприимства, традиции, ну, как встречать гостей, как их угощать, как их провожать. Ну, это, конечно, у многих еще в памяти. И я думаю, что вот эти традиции вкупе вот, значит, с песнями, танцами, красивыми костюмами очень даже могут украсить нашу современную жизнь. А я еще вот сегодня специально принес некоторые музыкальные инструменты, о которых я хочу рассказать. Вот у меня в руках вот инструмент, который называется курай или нугай-курай. Этот инструмент изготавливался из лесистой местности. И мне приходилось это видеть это в 60-х годах. Иногда говорят, что этот инструмент, что это инструмент, вот он называется ногай-курай. Говорят, это ногайский инструмент, или говорят, это башкирский инструмент, или татарский инструмент. Это все вот относительные названия. На самом деле на этих инструментах играли очень много разных народов. И так как этот вот растение называется дудник, русское население изготавливало из него дудку. А из растения кура изготавливался курай. И на нем играли практически все местные наши народности. Этот инструмент – это тоже признак нашего единения, потому что он у всех народов имелся в наших краях, и на нем многие народы играли, и играли именно свои мелодии. Я тоже хочу вам поиграть старинные корейшинские мелодии, которые я усвоил еще в молодости, слышал их в детстве.
Вот такая несколько грустная, но мелодия это гостевая. И под этот напев угощали родственников, встречали их и делились своими мыслями. Вот такой вот интересный напев. Но не только грустные напевы играли на курае. Конечно, это и на кураях играли во время святок, которые назывались Ценнардуган. И об этом еще тоже в памяти пожилого нашего поколения еще в памяти все это есть. И танцевальные мелодии играли, и под них весело танцевала молодежь. Такие вот дискотеки устраивали. И, конечно, и под эти напевы пели веселые частушки, такмаки. И проходило это все достаточно так живо. И несколько кураистов играли. Потом, если они устанут, их подменяли. Тут же была подмена. Поэтому, в общем-то, перерыва такого не было. А вообще, конечно, как помнят старики, говорят, что еще их отцы и деды заготавливали курай так. Вот он к осени уже начинает созревать и высыхает прямо на корню, и высохший курай такой, это уже в августе месяце их специально заготавливали, пучками связывали и на чердак привязывали их вместе с вениками для бани. И вот, когда уже хотелось развлечься, поиграть на курае, то доставали эти связки кураев, и их вырезали, настраивали и уже играли. То есть все было поставлено, как бы сказать, на поток. Уже когда нужно, всегда свежий курай можно было бы сделать. Дело ведь в том, что он недолговечный. Это растение сухое, оно быстро ломается, и поэтому на зиму его заготавливали побольше. Вот такие наигрыши достаточно интересны, и они у нас, у местных народов имелись. На таком инструменте играли и чуваши, и местные удмурты, и мари. И этот инструмент был тоже очень распространен, и очень трудно сказать, какой он по происхождению, какой он марийский, татарский или башкирский. Дело в том, что народы всегда общались между собой. На праздники он придет в соседнюю деревню, услышит, что ему понравится этот инструмент, он уже и в своей деревне этот же инструмент применяет. То есть вот такая практика существовала, да и сейчас она существует. И если понравится какая-то мелодия, то ее тут же подхватывают и поют на самых разных языках. Вот, например, у нас поют «Бірліган, бірліган, сен бит менің біргенам». И эту же мелодию мы уже слышим. И поют, и удмурты поют, и башкиры поют, и другие народы тоже эту песню поют. И каждый из них считает эту мелодию своей. Потому что никто не интересуется точным, откуда она произошла. Просто она им нравится. Если нравится, это уже мелодия считается, что она именно их мелодия. Вот. Кроме вот таких вот кураев, конечно, были
и другие инструменты вот, в практике кряшен. Одним из древних таких инструментов является инструмент, который называется думбра. И о думбре можно найти огромное количество упоминаний и в народных песнях, свадебных песнях, в частушках, в сказках, загадках. То есть этот инструмент был в прошлом очень даже таким популярным. Его происхождение уходит в тысячелетия. И здесь тоже трудно сказать, какой он. И, конечно, сейчас такой инструмент считается уже таким экзотическим инструментом. Почему-то считается, что только казахи на нем играли. Но на самом деле на таком инструменте, вот думбра, на нем играли практически, опять-таки, все наши народности Поволжья, все. По-русски он вот, назывался, если он сейчас называется балалайка, то раньше это назывался домра. Домра, домрачеи на таком же инструменте играли. И действительно у наших народов тоже два названия. И удмурты называют домбро или домбро крезь. Ну или балалайка, балай называют. Марийцы тоже называют тумра, чуваши называют тумра, конечно, думбра, ну и татары, башкиры, казахи, нагайцы, все народы, вот, с которым так или иначе мы соседствуем, и играли на таком инструменте. И очень интересное название, вот это две струны, вот струна по-татарски называется кыл, а кыл это конский волос от лошадиного хвоста. И вот получается, что первые струны были именно из таких вот пучок из конских волос. И вот эти две струны вполне устраивали древних музыкантов. Конечно, сейчас такие струны не делают, но помнят, что еще их сделали из овечьих кишок, вычищали их, растягивали, скручивали, сушили и потом уже их лощили воском. Воском натирали, чтобы они блестели. И вот только тогда такая струна начинала звучать. То есть еще в памяти это все тоже. Вот в годы войны играли вот на скрипке, а не было в магазине, купить негде было струны настоящие, скрипичные там или балалайчные. Тогда старый способ, прием люди вспоминали и делали их. На скрипку, например, могли натягивать пучки конских волос. Конечно, он звучит потише, но все равно он звучит. Или на струнные вот такие балалайки изготавливали кишечные струны. Но сейчас, опять-таки, эти традиции интересны молодежи. Вот я знаю, что на думбре теперь играют практически все наши местные народности. Всем это нравится. Именно не в балалайчной форме, а именно вот в той старинном формате. И чуваши, и удмурты, татары, кряшины, башкиры играют на таких уже инструментах. Правда, вместо струн кишечных, там, жильных, теперь просто натягивают обычную рыболовную леску. Ну, та, которая потолще, вот 0,7, 0,8, 0,9 миллиметров диаметром. Вот такие, они звучат точно так же.
сыграть, чтобы послушать, как звучит такая старинная думбра. Вот в этих струнах, конечно, и древность есть, и история. Там можно услышать то, что хочет человек услышать, то и он может услышать. И вот может возникнуть вопрос, вот как ко мне пришел интерес к такому инструменту? Вот тоже интересно, все-таки семейное предание – великое дело. И вот когда я еще учился в школе, у меня был, конечно, интерес такой большой к прошлому, к истории. И мне моя мама рассказывала, что ее дед играл на думбре, и что у них в сенях висел этот инструмент, и иногда дед Федор брал этот инструмент и играл на них разные там такмаки, и внуки его плясали, танцевали. И ему это нравилось, ну и внукам и внучкам тоже нравилось это. И я начал расспрашивать про своего этого прадеда, который играл на думбре. И выяснилось, что этот инструмент был, ну, примерно вот такой же вот величины, может быть, чуть меньше. И струны были уже, вот как рассказывает моя мама, были не кишечные и не из конского хвоста, а были из грубых навощенных нитей, вот которыми валенки подшивали раньше. И вот эти вот грубые нити, это называем тыгаржип, их натягивал дед Федор на свою думбру и играл уже, то есть получается еще третий вид струн, это из грубых нитей для шитья валенок. Вот такие интересные детали уже появлялись. А потом уже по форме. Я ездил, был во многих и кряшинских селах. Мне везде рассказывали по-разному. Где-то говорили, что это круглый корпус был. Где-то говорили, что он был и такой овальный. Где-то говорили, что он вот такой вот, как у меня, мандолинча. То есть как на мандолине. А вот еще, когда 3 струны настраивают ее, и я хочу показать еще и такую трехструнную думбру, которая изготовлена тоже вручную, и струны не железные, не металлические струны, а еще струны такие же вот жильные. И на таких думбрах уже играли, стали популярными
и русские мелодии, и украинские мелодии. То есть более, народ уже стал более осовремениваться, то есть и изменяться стал репертуар. Это тоже вот характерная черта. Вот, например, так вот. То есть вот в таком стиле уже пели частушки, и часто пели русские частушки, но на своем языке, на своем наречии. Это вот тоже показывало уже взаимовлияние. Ну, как говорится, народу все время нужно что-то новое. Он не может повторять бесконечно одно и то же старое. Всегда идет обновление, всегда идет что-то новое. И это естественно, потому что если старое повторять, то оно быстро надоест. Но тем не менее, если даже новое приходит, частичка старого все равно остается. Вот, например, вот инструмент у меня в руках. Терминология названий, она вся старинная. Вот, например, колки, мы такие говорим бургощ. Вот подставка под струн, наверное, это калька с русского, это алаша. А вот эти вот перевязки, лады, они навязаны, их называют бирне. Я долго не мог понять, почему бирне. Бирне – это обычно приданые невесты на свадьбу. А чуть позже уж я догадался, что бирне – это слово, связанное с понятием перне. Это у нагайцев и у казахов перевязка называется перне. А вот Кряшин называют вот в Бакалинском районе Башкортостана, у Нагайбака в Челябинской области называется бирне. А в Заинском районе Татарстана, в селе Савалеево, в 70-м году я был знаком с очень интересным музыкантом. Его называли Черкас Иван или Печник Иван. Он играл на скрипке, которую называл кубыз, и сам в молодости изготовлял думбры. И так вот он называл это перде. Получается, перде, перевязи эти, и перне и бирне одного корня, одного происхождения. То есть вот старинные термины, получается, очень важны в изучении инструментов, и через них можно увидеть старые связи, с кем, как этот инструмент был связан с другими народами. И вот я говорил, вот подставка алаша, это, конечно, калька с русского. А вот перевязь, вот ладовые, бирня и перне, это, конечно, связь с нагайскими традициями. То есть вот на пересечении таких вот культур, конечно, находилась и кряшинская культура. И хорошо, что она их сохранила, эти диалектные названия. Они вот помогают лучше узнать, что, как происходило формирование вот таких инструментов, явлений. И мы сегодня это очень ценим. Вот. На сегодняшний день, конечно, есть еще многие
интересные инструменты, которые можно было бы показать, рассказать о них. Но я, наверное, только расскажу пока. То, что вот сейчас вот находится такой повышенный интерес к инструменту, который называется гусля. То есть это гусли, явно это русское название, но тем не менее кряжанские гусли, они пентатонные. То есть пентатонность, и на них прекрасно исполняются старинные напевы. И кряжанские, кстати, очень красиво звучат, и обычно татарские мелодии. Это вот в жанре, в стиле зунки. А ниже урамки, аулки, они звучат очень красиво. А вот на Гайбаке и в Бакалинском районе Башкортостана там гусли уже диатонические. Там уже больше связи с русской культурой, и их напевы уже во многом диатонизировались, и там гусли диатонные. А у нас здесь вот это Балтасинский, Арский район. Ну вот сейчас выясняется, что в районах Нижнекамска, Заинска, Альметьевска, Набережных Челнов тоже были очень сильные гусельные традиции, которые на сегодняшний день уже практически исчезли. Но они еще живы в памяти, поэтому их еще можно вновь возродить, чтобы соприкоснуться вот со старой культурой. Ведь иногда говорят, зачем это нужно, что ушло так ушло, не надо это возвращать. Да нет, надо. Чтобы потом не сказали, у вас ничего не было. А культура, она и в истории всегда была, ее нужно знать. Вот так делают цивилизованные страны. Например, возьмем страны Европы. Там ведь как получается? Вот, и были традиции там 12, 13, 14, 15, 16, 17 век. И открываем книгу, и любой век смотрим, были такие костюмы, были такие инструменты, были такие танцы, были такие песни. И вот у нас в России тоже богатства много, но мы должны еще вот каждый период, каждую такую вот этническую область мы должны изучить и описать так, чтобы потом наши потомки говорили, вот в таком веке вот такие были танцы и песни, инструменты, а в таком веке вот они изменились чуть-чуть и стали вот такими. То есть вот это очень важно и нужно, и я думаю, что то, что мы говорим об этих ценностях именно в День народного единства, не случайно, потому что наше единство в том, что мы должны знать свое прошлое и знать то, что наше единство в том, что у нас очень много общего в традициях, в культурах, и я желаю, чтобы мы и в дальнейшем бережно относились к своим традициям и своим этническим корням, чтобы в будущем мы крепко держались за свою землю, родину, за свою страну, потому что потерять корни, а потом не знать, кто ты, откуда, это страшно. Лучше уж знать. Я вот желаю всем слушателям, чтобы мы интересовались, знали, ценили свою культуру и то, что мы все это можем сохранять, развивать только вместе.
в культурном центре имени Якова Емельянова. Здесь располагается экспозиция работ художника Ильи Максимова. Сегодня Ночь искусств, и мы здесь находимся ночью. В это необычное время, когда стихает шум городской суеты, искусство более восприимчиво всеми зрителями. Тишина, покой, думы о высоком. Они привлекают к картинам, к размышлениям, к тому, что было когда-то и что было запечатлено кистью художника. Мы с вами рассматриваем одну из картин работы Ильи Максимова. На ней он запечатлел образ первого кряшинского поэта Якова Емельянова. Он жил во второй половине XIX века, был священником, соответственно, конечно, образован, понимал и любил поэзию, и в душе его рождались от любви к своему народу, природе и краю, рождались необыкновенные строки. Но он не использовал обороты высокопарной речи. Он писал языком простых людей, использовал их обороты, народные. И поэтому его творения были близки и понятны. Их любили, их заучивали наизусть, знали, рассказывали детям. Не сохранилось ни одной фотографии этого достойного человека. По фотографиям его родственников Илья Максимов создал собирательный образ, черты лица, которые они как наследие переходят от поколения к поколению, цвет глаз, выражение, вот мы смотрим, да, запечатленное здесь, оно воспроизводит, восхищение и радость бытия. Таким, видимо, он все-таки и был. Кряшиный народ, исповедующий христианство. И христианские традиции и праздники близки ему и, конечно же, отмечаемы. Это здесь, на этой работе, мы видим пасхальный образ. Образ Христа, сияющий, вербу, означающие воскрешение, возрождение жизни. Это знаки, которые перешли от всей христианской культуры. Они свойственны православию. И видим, конечно, ткачество, тканый материал, потому что ткачество, оно сопровождало жизнь кряшин достаточно долго и широко было распространено. В каждом доме скатерть была тканая, в каждом доме текстильное убранство было тканым, узорным, богатым, выполненным искусными мастерицами. Следующий праздник христианства – это Троица. Это праздник, когда девушки собирались на природе и гадали о своих суженых или просили о них. И вот этот момент, когда они собираются у березы, надо отметить, что древо жизни и поклонение древу жизни, священному древу, мировому древу, было в культуре каждого народа мира. Это фиксируется учеными. И вот в данном случае то, что девушки кружат хороводом вокруг березы, это далекое эхо тех самых прошлых верований. Но в христианстве день этот приходится на Троицу. Святой Дух, Дух Отец и Дух Сын. Вот она Троица, которые будут милосердны к этим молодым и юным созданиям в празднике, кружащимся здесь, на своих родных полях. Художник обозначил этническую принадлежность участников этого праздника тем, что они в своих народных одеждах. И сразу можно узнать, вот опять повторяюсь, по тканым одеждам, по фартукам, которые на них
и в праздники, и в будни. В праздники праздничные, в будни более хозяйственные. Они как маркер отображают нам, что девушки относятся к народу кряшен. На данном полотне художник запечатлел еще один христианский праздник – Петрау, который получил необычайную популярность у кряшен. Петрау проводится в тот момент, когда лето на изломе, в момент, когда перестает куковать кукушка и уже не поет соловей, когда уже зацвели травы и утрачивают свою целебную силу, они ее уже набрали, и далее они слабеют. Момент, после которого наступит страда сенокоса, и будет совсем-совсем не до праздников. А сейчас мы видим здесь эту веселую компанию людей, которые отдыхают, но предстоит им тяжелая страда. Конечно, они ее не боятся. Крестьянские будни и радости составляют основу жизни народа. Жизни народа, который так зависим от условий природы, был. Но традиции остаются. И это очень сильная традиция. Они помогают единению народа. Они помогают почувствовать плечо друга рядом, плечо близкого рядом. И не только горести, но и радости сближают. И не только горести делятся, но и радости. И здесь мы с вами видим веселье, которое полновесно и полноценно разделяют все участники на просторе, когда любуются окружающим, раскинувшимся перед ними видом. Женщины смеются, поют, вместе, конечно, с мужчинами. Может быть, это родственники, но так или иначе, они близкие друг другу. Рассмотрим их костюмы, они сейчас одеты в праздничные одежды. Мы видим вышитые фартуки, мы видим на груди у них, это национальное украшение кряшен тамакса. Оно из монет, целые ряды монет, и чем их больше, тем богаче, как у нас раньше была сберкнижка, сейчас уже нет, как на карте деньги. Но вот это олицетворение состоятельности семьи, оно явлено всем. И, конечно, без коралловой нити все-таки украшения, которые к лицу, конечно, все. Посмотрите на руки, обратите внимание. Серебряные браслеты. Может быть, они были непокупными. Может быть, их сделали из старых самоваров свои же деревенские умельцы. Так было. И чеканку, они простенькую, узорную, но они умели наносить. Цветы, растительный орнамент. Это все, что является знаками, этническими знаками культуры. Прекрасно, что когда говоришь о традициях кряшен, не говоришь о них в прошлом. Естественно, каждая традиция, она была заложена издревле, тянется издавна, но ведь она развивается и сейчас, она присутствует и сейчас, и можем говорить о том, что Петрау, который проводится сейчас, в эти годы, в настоящее время, они, наверное, отличаются от того, что было когда-то, но тем не менее основные тенденции они соблюдают. Обязательно мы поговорим о красавицах Петрау. Это не просто так. Это не просто явление, которое вот сейчас, конкурс красоты, это совсем другим обосновано. Дело в том, что когда отшумели хороводы на Троицу, и девушки самых выгодных, самых красивых обликах явили себя народу, были рассмотрены. Ведь зимой этого не сделаешь. А вот они именно как красивые цветы раскрылись в это время. И наступает время на Петрау выбора невесты. Из такого роскошного букета каждый выберет свой цветочек.
И на Петрау этот выбор уже должен был состояться, а на Покров уже играли свадьбы. То есть это глубоко обоснованная и обусловленная ритмом жизни народа традиция. Красавица Петрау – это один из значимых моментов этого праздника, значимых не только для, собственно говоря, мероприятия, а для устройства жизни. В искусстве народного костюма следует отметить локальное своеобразие, которое было присуще каждому определенному месту. Здесь запечатлена пестричинская красавица. Вот эти две ленты, которые мы видим, это стилевой элемент, присущий именно их. Вот колфак, белый колфак, это общенародное. Белый колфак ведет свою историю с незапамятных времен. Когда-то его вязали из белых хлопчатобумажных нитей. И вот золотистое вот это обережное обрамление с такими завитками ему придавали значение, охраняемое значение, охраняемую функцию, что девушке не коснется ничего злого, что девушке никакой злой взгляд не испортит судьбу. Ведь она привлекает сейчас внимание людей. Она очень красиво одета, она своими руками сшила платье. Каждая придирчивая мама сына рассматривает, насколько искусно ее творение. Она в нарядном фартуке, который тоже исполнен собственноручно. Более того, ведь и материалы тогда и красились, и ткались, они все это было вручную. Сейчас традиции изменились, ткань покупается, ленты, наверное, они все-таки тогда покупались так же. Это было редко, возможно, но могли себе позволить. Сейчас это более распространено. Мы видим перед собой красавицу начала 20 века или середины 20 века, пестричинскую. Как раз тот момент, когда она себя явила всем во всей своей красе. И сейчас она задумчиво ожидает, будут ли перемены в ее судьбе и какие перемены. Обратим внимание на колористическое решение. Мы видим здесь переливы голубого, синего, оттенки зеленого, нежнейшие, нюансовые. И здесь хотелось бы обратить внимание вот на украшение, на сережку. И там камешки, они светятся, они просвечивают. Тоже цвет этот голубой, цвет бирюзовый. Это тюркское наследие. Это с тех времен, когда и украшения играли роль оберегов. И небо, цвет неба, это был самый близкий цвет всем тюркским народам. Он считался священным, поэтому вы увидите, что самым популярным камнем в украшениях была бирюза. И еще может быть сердолик, но сердолик, он олицетворял собой солнце, а бирюза – это небо вокруг него. Вот так обычно бывает. Либо одна бирюза – это небо небесное, либо солнце на небесном своде, вокруг маленькие бирюзовые камешки. И на вышивку, богатую, красивую, девушка сама как цветочек, окружение ее, вышивки в цвета, и надо расцветающая юность, расцветающая нежность, яблоневый цвет, быстро-быстро облетающий, опадающий, уходящий. Но сейчас мы любуемся самым прекрасным моментом на взлете. Совсем другого характера образ создал художник на этом полотне. Мы видим такую крепкую, молодую женщину, девушку, простите, она еще не замужем, но характер у нее ощущается очень и очень хваткий. Наверное, она будет хорошей женой. Она все в дом, и в руках у нее все будет гореть и спориться. Наверное, она не будет слишком много витать в облаках. Это очень земная, твердо стоящая обеими ногами на земле молодая девушка. Она прекрасная пара
для своего будущего супруга. И она это понимает. Она надевается и свои украшения прикладывает к лицу, и она любуется собой и понимает, что есть чем любоваться и есть что продавать. Время юности, время молодости, оно быстротечно, оно минует. И наступает время зрелости, и наступает то время, когда каждый становится ответственным за чью-то жизнь. Это родители. Родителям уже не до мечтаний, родителям... Нет, мечты остаются, но все-таки самое главное, мечты – это о детях, об их благополучии, об их здоровье. Мечты, которые всегда сопряжены с заботами. Это не те оторванные от действительности заоблачные мечты, а это желания, которые должны непременно сбыться. И массу усилий прикладывает каждая женщина, чтобы они действительно реализовались, и руки становятся натруженными. Тяжелеет походка, но это тоже красота. Она другая, и эту красоту должен видеть каждый, кто понимает, сколько эта добрая женщина сделала для продолжения жизни на земле у своего народа. Она улыбается, она продолжает быть сильной, она не ослабела, ведь это почти поединок, вот эта схватка с проблемами. Они будут. Вот так устроена жизнь. Иногда ее называют юдоль земных печалей и страданий. Они бывают. Но радости, которые обязательно прекращают черную полосу и меняют ее на белую, радости они приходят. И так расцветают, и так озаряют улыбкой, что это уже внутренняя красота, которой светится каждая, кто это испытал. Это мама художника. И она, конечно, бесконечно сейчас счастлива. Сын ее состоялся. Он пишет ее. Она радуется. Это воздает, за все, что ей пришлось пережить, это воздает сторицей. Это хорошая судьба. Это счастливая судьба. Вот так идет жизнь. На этой картине художник запечатлел образ очень сильной женщины, умудренной опытом. Мы видим ее седые волосы, платок чуть-чуть сдвинут. Вот этот кумачевый платочек, он характерен был для того времени. Для многих, кто его носил, время трудное, время революционных преобразований, разрухи, голода, военных лишений. Это поколение, которое буквально выстояло. Их можно назвать это железное поколение. Вот благодаря им жизнь у нас продолжается такой, какая она есть, в лучших своих проявлениях. Худших много, но это не благодаря им. Благодаря им мы им можем сказать спасибо и низкий поклон. Мы то достоинство, которым обладаем, это благодаря им. Я хочу еще обратить ваше внимание, что лицо, покрытое морщинами, это вот каждая морщинка, это опыт прожитых лет. Но какие ясные глаза, этот пронзительный взгляд, она видит нас насквозь, она смотрит на нас, но с добром, по-доброму она смотрит. Она улыбается, потому что видит продолжение. Она знает, что вот эта народная культура, ее народ, он живет, и продолжается жизнь в ее поколении. Вот это шейное украшение тамакса мы видим очень лаконичное. Здесь буквально 3 монетки. Здесь
нет россыпи. Это было бедное поколение, поколение лишений. Художник обозначил это. Но, тем не менее, все равно соблюдающий традиции. Вот знаете, какие бы беды не обрушивались на народ, как бы трудно не жилось им, они сохранили свою традицию, свою культуру. Они передали все, что могли нам, и нам надо быть достойными этого. Здесь, на этом полотне, на этом холсте художник проявил внимательность, и он запечатлел такую особую мягкость. Вот знаете, чувствуется снисходительное отношение художника. Он здесь гораздо по-другому относится к женщине. Она здесь у него хозяюшка. Вот в этих руках работа по хозяйству, по дому, она спорится. Она здесь хранительница семейного очага. Она в красном углу. И есть время на то, чтобы поразмышлять о Боге. У него есть свое место, и все светится чистотой. И излучает вот такую... Это очаг, это такой дом, это такое тепло, куда стремятся все родные. И хранителями вот бывают такие женщины. Добрые, отзывчивые, понимающие и ждущие, всегда ждущие, приглашающие. И, конечно же, как к ним не прийти? Вот такая замечательная женщина здесь, которую мы с вами сейчас видим. Это она, одна из них, из многих. Говоря о творчестве художника Ильи Максимова, следует отметить авторское своеобразие его работ, которое проявляется в избранной им тематике. Они этнические и посвящены культуре, культурному наследию, присущему его народу, кряшинам. Здесь на каждой картине, так или иначе, есть красный цвет. Не случайный, красного цвета много, он звонкий. Это и радостный цвет, и торжественный, и в то же время он не такой, как белый. Да? Красный цвет – это горячий цвет. Народ горячий, много надо сделать и делается. Мы приглашаем всех желающих в эти гостеприимные стены. Пожалуйста, приходите. Безнең культура үзәге Яков Емельянов исемен йөртә. Ә кем соң ул Яков Емельянов? Халыкта Яков Емельяновны яратып, җырчы Җәкәү дип йөртәләр. Ул керәшеннәрнең иң беренче шагыйре. Аның шигырьләре мәгънәле дә, халыкчан да. Әйдәгез, үзегез тыңлап карагыз әле. Җырчы Җәкәү. Әби үгете. Син, улым, кай урынга барганыңны безгә әйтеп китмисең. Ашар-эчәр вакытка өйгә кайтып җитмисең. Кенәгендә чәй эчтең дә өйдән чыгып киттең. Кичке ашны ашарга көчкә кайтып җиттең. Бүген тагы җылдый көнне урамда жүреп уздырдың. Ары-бары, бире-бары, чабатаңны туздырдың. Син, бала, булай булсаң, бабам жортын жабарсың. Әзер малны тараткачтын үзең каян табарсың. Эй, балалар, ишти генә белмисез. Урамга чыгып китсәгез, караңгысыз кирмисез. Иртәгә тагы чыгарсың да, кичсез кайтып кирмәссең. Булай булсаң, син, балам, тормыш хәлен белмәссең. Иптәшләрең кенәгәндә иртүк эшкә киттеләр. Ашар-эчәр вакытка өйгә кайтып җиттеләр. Иртәгә дә җылдай көнне түшләрен киреп жатмаслар. Кирәк җиргә тутарга чыгарып азык сатмаслар. Алар көндә әз булса да кирәк турга табалар. Эштән кайткач иркенләп теләгән ашын кабалар. Сез әле барыгыз да әзерне көтеп жатасыз. Имана бирер вакыт җиткәч чыгарып азык сатасыз. Булай булса безнең җырт алга таба бармас. Келәтегездә беткәч берәү дә кертеп салмас.
Benim etken sözüme kulağınızını salmışsınız. Жүйкөгүз тоюп жетмеше, кушкан жерге бармыйсыз. Biz алай жер чагында багытсыз бейрем итмедик. Улулар ире гитмеше тилеген жерге китмедик. Сен әле хәзердән үк сораусыз дейсез жүрисең. Өзрүк бошана бергәчтә жаш бузау күпме күрисең. Шулай әзрәк йомшатмасаң, сиңа үгет кирмәс. Әзрәк кенә сискәтмәсәң, бошың окыл сеңмәс. Син югыйсә соңыннан эшләтен белмәссең. Бабаң белән без үлгәч өйгә кайтып кирмәссең. Булай булсаң син балам жортны кырып кабарсың. Тапкан малны тараткачтың үзең каян табарсың? See
Ой, Johnny, куйдыралар зуранны. Излесінде табылмасын біздің кебек унғаны. Ой, Johnny, біздің кебек унғаны. Ұрдым ұрақ қойдым зора ташамасын сандығаш. Ой, Johnny, ашамасын сандуғаш. Сен сандуғаш, мен қарлығаш, сайрашыр бұстыш бұғаш. Ой, Johnny, сайрашыр бұстыш бұғаш. Кәттік-түттірден тұрып мишке жоқым. Кәттік-түттірден тұрып мишке жоқым. Шерегутан бұлғанғамы жамы жатқан. Шерегутан бұлғанғамы жамы жатқан. Кәттік-түттірді жүргені суға кеткен. Кәттік-түттірді жүргені суға кеткен. Қайтып жекке жамын ғанна суын түккен. Қайтып жекке жамын ғанна суын түккен. Кәттік-түттірден жылайсың аузын жайып. Кәттік-түттірден жылайсың аузын жайып. Сенде түгіл қызларда да бұлағайып. Сенде түгіл қызларда да бұлағайып. Кәттік-түттірді жіл-тәжіл қоя бардың. Кәттік-түттірді жіл-тәжіл қоя бардың. Маржитудан суға кетті сыры саудың. Маржитудан суға кетті сыры саудың. Кәттік-түттірден жылайсың аузын жайып. Кәттік-түттірден жылайсың аузын жайып. Сенде түгіл қызларда да бұлағайып. Сенде түгіл қызларда да бұлағайып. Кәттік-түттірден тұрып мишке жоқым. Кәттік-түттірден тұрып мишке жоқым. Шерегутан бұлғанғамы жамы жатқан. Шерегутан бұлғанғамы жамы жатқан. Кәттік-түттірден жылайсың аузын жайып. Кәттік-түттірден жылайсың аузын жайып. Сенде түгіл қызларда да бұлағайып. Сенде түгіл қызларда да бұлағайып. Кәттік-түтті жері орып біткен. Кәттік-түтті жері орып біткен. Кәттік-түтті жері орып біткен.
Kadirli dostlar, biz sizin bilen jırladık da, bidik de, küneldaştık. Oyunuşası hiç de gelmeyip şu an ödeyma. Elbette. Dostlarım, şu kişini bizning bilen bulganınız için sizge big zor rahmetimizni bildiremiz. Keligiz kunakka. Crashing Jırtı'nın işlikleri dostlarım sizning için her vakit açık. Eğer indi jayınız bulmasa, bizni internet aşağı küzetip barınız. Görüşkençeye kadar. Sağ olunuz.